В Санкт-Петербурге торжественно открыли офис полномочного представительства Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе. В мероприятии принял участие глава республики. Офис станет площадкой для взаимодействия с землячеством, решения социально-правовых вопросов, поддержки студентов и развития культурных инициатив. Правительство также будет содействовать развитию экономических и гуманитарных связей между Ингушетией и Санкт-Петербургом. Махмуд Али Калиматов вместе с полпредом осмотрел офис и оценил условия, созданные для коллектива. Сегодня у нас состоялось открытие офиса полномочного представительства Республики Ингушетия в Северо-Западном федеральном округе. Это очень знаменательное событие для ингушского землячества. Мы вложили много сил, труда для того, чтобы это мероприятие состоялось. Нас посетили высокие гости глава Республики Ингушетия, представители администрации города. Благодаря усилиям Комитета внешних связей это здание нам было предоставлено губернатором Санкт-Петербурга. Мы провели в нем ремонт. Сегодня он соответствует абсолютно всем нашим требованиям. В нем есть все условия для работы, для обычного пребывания, все бытовые условия. Хотим выразить огромную благодарность главе Республики Ингушетия Махмуду Али Мавшариповичу за то, что он посетил нас, провел торжественное открытие. Также выражаем огромную благодарность руководству города за то, что предоставили нам такую возможность. Сегодня ингуши, находясь в Петербурге, достойно представляют наш народ во всех сферах: научной, культурной, образовательной и других. Здесь работают 28 человек, из которых 22 человека молодежный комитет представлен силами ингушских студентов, которые достойно представляют нас абсолютно на всех мероприятиях любого уровня, вплоть до международного. Махмуд Али Калиматов также пообщался с ингушским землячеством. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день проживают более 7 тысяч ингушей. Глава отметил, что Ингушетию и северную столицу связывают давние отношения. В 1916 году герои Горской конной дивизии, Дикой дивизии защищали Петроград. Здесь училась первая ингушская женщина-врач Асият Тутаева. Защищая небо блокадного Ленинграда, погиб первый ингушский летчик Рашидбек Ахриев. Среди участников битвы за город на Неве было 13 уроженцев Ингушетии.